Смотрите в программе. Дополнительные силы авиалесоохраны прибыли в Якутию для прокладки заградительных полос. Эмоциональное выгорание, тревожность и стресс стали чаще появляться у россиян. Как безболезненно выйти из режима ограничений? Участники программы «Земский работник культуры» на Дальнем Востоке получат выплаты в 2 раза больше, чем в остальной части России. Продолжаем эфир нашего телеканала новостями к этому часу. Сегодня дополнительно 28 пожарных авиалесоохраны прибыли в Якутию для ликвидации сложных очагов. Специалистов перебрасывают вертолетом Ми-8 на удаленные труднодоступные пожары. Они проложат заградительные полосы взрывным методом. Применение детонирующего шнура позволит проложить их в горах, на ветровалах, в каменистых россыпях, то есть в такой местности, куда доставить технику невозможно. Работы будут проводиться ручным способом. На сегодняшний день в Республике Саха-Якутия сохраняется сложная лесопожарная обстановка. Действует режим чрезвычайной ситуации по всей республике в связи с лесными пожарами. На сегодняшнее утро действует 40 лесных пожаров на площади чуть более 1000 гектаров. На тушении задействовано 990 человек, 80 единиц техники и 17 воздушных судов. Лесные пожары оказывают влияние и на навигацию, но речникам удается придерживаться графика. Саханефтегазсбыт отгрузил половину от плана по доставке нефтепродуктов. Навигация в труднодоступные и отдаленные северные населенные пункты Якутии продолжается. На днях отгружено с Ленской нефтебазы более 7000 тонн нефтепродуктов, с Якутской нефтебазы более 2500 тонн. Эмоциональное выгорание, тревожность и стресс – все это могут чувствовать россияне после выхода из ограничительного режима. О том, как грамотно вернуться к привычному образу жизни, узнаем в материале Айсены Бурнашовой. Я стала дистанцироваться от людей, плюс у меня нету никакого желания посетить центр города. Чувство дискомфорта при каждом выходе из дома Татьяна называет издержками самоизоляции. Девушка живет в Москве уже 2-й год, и до пандемии она не замечала ни массового скопления людей в метро, ни полных бактериями поручней. Сейчас же страх подцепить вирус буквально преследует девушку. Ну, не обязательно корона, и там еще очень много других болезней, которых осознала только после наступления коронавируса, что очень много опасностей вокруг. Психологи отмечают, ограничение и лишение свободы всегда было для человека сильным стрессом. И если за время самоизоляции люди адаптировались к новым условиям, то сейчас, чтобы вернуться к допандемической жизни, вновь придется встряхнуться. Люди сейчас, опять же, будут проходить тот самый период, который был в начале пандемии. Если да, там был страх самой пандемии, но надо сказать, что никто не объявил окончания, он есть, к нему адаптировались. И здесь тревога больше связана с тем, что опять нужно заново, скажем так, выходить на новый какой-то жизненный цикл, заново что-то менять. С этим, по большей части, да, тревога и связана. Для грамотного камбэка психологи рекомендуют оценить свое внутреннее состояние и написать индивидуальный план действий. Он необходим для ощущения контроля. В новую реальность стоит погружаться поэтапно. Навыки общения, встречи с друзьями, походы в кафе стоит возвращать шаг за шагом. Здесь очень важно постепенно, и каждый все-таки должен двигаться со своей скоростью и видеть, что вокруг происходит, и исходя из этого выбирать, что для меня, что не для меня. Здесь самый лучший момент для адаптации – это своя скорость. Все по-разному пережили самоизоляцию. Для кого-то она прошла болезненно, для кого-то менее. По словам психолога, защитный механизм у всех разный. Поэтому стоит проявить сдержанность и эмпатию по отношению к окружающим. Также гигиена сна, восстановление режима и, как ни странно, объятия помогут быстрее реабилитироваться. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Исаакиевский собор вновь готов встречать туристов и жителей Петербурга в связи с ослаблениями ограничений. Минувшее воскресенье посетители выстроились в очередь, чтобы попасть в музей и на смотровую площадку. Сотрудники впускают людей группами, примерно по 15 человек. При входе посетителей встречают аппараты с антисептиком для рук. Собор возобновил и богослужение с участием прихожан. Первая служба прошла в 8 утра по местному времени.
В Москву прибыл вывозной рейс с россиянами из Африки. На борту находились почти 200 человек. Преодолевать путь пришлось с несколькими пересадками. Российские авиаперевозчики продолжают работу по возвращению российских граждан на родину. В понедельник спецрейсом в Москву доставили россиян из Ганы, Камеруна, Кении, Либерии, Танзании, Уганды и Иордании. На самолете, который приземлился, у нас 205 человек на борту. Это граждане Российской Федерации и не только граждане Российской Федерации, которые смогли этим рейсом вернуться как из африканских государств в первую очередь, так и вот крайне у нас была остановка в Иордании. Самолет провел в пути более 100 часов. На его борту работал усиленный экипаж. Летели мы двое суток, то есть получается с 18 в ночь, вот на 20 тоже ночь. Физически было очень тяжело, конечно, особенно для маленького ребенка. Получается, один перелет часовой, второй часовой, третий, 5-часовой, четвертый, там 6-часовой, примерно вот так. Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта закрыла международное авиасообщение. Сейчас перевозчики выполняют только рейсы по возвращению пассажиров домой. Александр Хавренко, Айтал Колесов. Россияне смогут устроиться на работу с электронной трудовой книжкой уже с 1 января следующего года. Премьер Михаил Мишустин утвердил изменения в правила введения таких документов с учетом появления нового формата. Электронная форма трудовой книжки – почти полный аналог бумажной. В ней есть информация о сотруднике, месте работы, дате приема и увольнения, причине прекращения трудового договора. Посмотреть электронную книжку можно в личном кабинете, на сайтах и мобильных приложениях Пенсионного фонда и портала государственных услуг. По программе «Земский работник культуры» единовременная выплата составит от 1 до 2 миллионов рублей. Проект заработает со следующего года. Главная же задача – привлечь специалистов сферы культуры для работы на селе. Об этом на совещании с регионами сообщила первый зампред Комитета Государственной Думы по культуре Ольга Казакова. Для Дальнего Востока сумма будет составлять 2 миллиона рублей. Для других федеральных округов – 1 миллион. Пока программа рассчитана на 6 лет, к участию привлекут как выпускников профильных вузов, так и более опытных специалистов. Все новое, хорошо забытое старое. Активно действующие в советское время студотряды в Мирнинском районе возродили буквально 4 года назад. На старте мало кто понимал, чем они будут заниматься, поэтому поручать серьезную работу никто не торопился. Теперь же все изменилось, и все больше поселений подключаются к этому проекту. Чем студотряды полезны сегодня и почему их деятельность выгодна району, расскажет наш коллега Роман Муконин. Практически под корень в центре Мирного молодежь спиливает деревья. Нет, это не вандалы. Наоборот, через дорогу от городского парка парни и девушки убирают сухостой. Многие годы он портил вид. Привести алмазную столицу в порядок – задача отряда. В нем 10 человек. Работу студентам организовали с подачи главы района Ришада Юзмухаметова, чтобы молодежь, приехавшая на каникулы из Питера, Москвы и других городов России, проводила время с пользой. По поручению главы сформировали финансовый небольшой фонд, который обеспечивает софинансирование с республикой, софинансирование с поселений. И мы привлекаем на действующие работы на территории Мирнинского района по благоустройству. Мы вовлекаем студентов и обеспечиваем работодателю, который согласен на эти работы привлекать студентов, там определенные льготы. Зарплатой студентов тоже обеспечивают. В месяц они получают 30 тысяч рублей. Рабочий день, как и у всех, с утра до вечера. За эффективностью и производительностью отрядов тщательно следят. Некоторые задачи поставлены именно до сентября сделать, некоторые ставятся на один день. У нас собрался очень хороший коллектив, и нам легко и просто работать. Мы проводим время и весело, и с пользой. Не только для себя, но и для мирнинцев. Глобальных вещей местные студотряды, конечно, не делают. То есть не работают на стройках и других опасных объектах. Но они выполняют другую важную функцию. Решают проблемы поселений в сфере благоустройства, до которых раньше не доходили руки специалистов. Поэтому главы поселений уже называют программу успешной, а перечень работ для студотрядов планируют расширить. Роман Муконин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Статистика клещевых укусов продолжает расти в Алданском районе Якутии. Энцефалитных паразитов пока не выявили, но в лабораториях и не исключают этот вариант. С медиками пообщался наш корреспондент Руслан Павлов.
Вот этот маленький до 1 миллиметра невзрачный паучок в пробирке представляет большую угрозу для человека. Клещи относятся к паукообразным и являются паразитами, которые питаются исключительно кровью других существ. Они находят потенциальных хозяев по запаху, теплу тела, влаге, вибрациям и даже иногда по тени. Питаясь кровью, клещи заносят своей жертве различные вирусные инфекции. Особенно следует отметить клещевой энцефалит. Это крайне опасное вирусное заболевание, а значит, его нельзя профилактировать антибиотиками, и риск заражения высок сразу после прокусывания кожи. Этим летом в Алданском районе клещи бьют рекорды по укусам. На середину июля их уже в 2 раза больше, чем за весь прошлый год. Зарегистрировано 75 случаев нападения клеща на человека. Основная часть из них направлена в Якутск для проведения лабораторной диагностики на наличие у них вируса клещевого энцефалита и иных вирусов, переносящихся клещами. Результаты лабораторных исследований на сегодняшний день показывают отрицательные анализы, но есть высокая вероятность наличия клещевого энцефалита. Поскольку клещи не могут летать или прыгать, они ждут хозяев на верхушке травы и ветках кустарников. Поэтому, выходя на природу или в парки, необходимо соблюдать меры предосторожности, а лучше воздержаться от посещения таких мест. Воздержаться от прогулок по лесу, выходом на речку и так далее. То есть везде, где есть кустарник и трава, есть высокая вероятность нападения клеща, так как погода у нас на сегодняшний день установилась теплая и жаркая, что активизирует их активность. Если вы все-таки обнаружили клеща на своем теле, немедленно обратитесь к врачу, чтобы обсудить риски и необходимость экстренной профилактики. Еще лучше заранее поставить вакцину против клещевого энцефалита и довести до минимума вред своему здоровью от укуса клеща. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Гидрометцентр прогнозирует 30-градусную жару на полюсе холода в Якутии. Ранее в Верхоянске был зафиксирован абсолютный температурный рекорд – плюс 38 градусов по Цельсию. Ожидается, что он будет внесен в список уникальных погодных явлений. По словам синоптиков, температура на севере Якутии будет на 8 градусов выше нормы. В течение всей рабочей недели ожидается около 30 градусов тепла. Жителей и гостей столицы, для вас, любимые. На этом пока все. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий, а мы будем держать вас в курсе новостей. До встречи в следующем часе.